Я просто скажу, оценка людей, кто наблюдал за выборами в Абхазии. Оценка высочайшая. Более 30 стран представителей, чьи были на выборах, сказали, что в Абхазии прошла демократическая, открытая, прозрачные выборы с очень высокой политической культурой. Это, конечно, не может нас не радовать. Но, видимо, не всех это радует. Потому появились публикации, которые неприемлемы для нашего общества. Абхазия была всегда интернациональной страной. Даже в средние века в городе Сухум всегда были слышны многоголосия разных языков народов Востока. Взаимоотношения Армении и Абхазии складываются тысячелетиями. В нашей истории очень много общего. Никогда в Абхазии не было какой-либо напряженности между этносами армян и абхазов, русскими, греками и так далее. Да, были противоречия между политиками Грузии, и это было противоречие между политиками. Но в целом народ, живущий на территории Абхазии, они жили в дружбе и в согласии. Мы этим очень гордимся, мы это бережем, и я надеюсь, мы будем его беречь. Конечно, люди, которые пошли на такие шаги, а я слышу, сейчас идут кадровые перестановки, но хочу вам сообщить следующее, что я был один из переговорщиков после событий 15 числа, когда стал вопрос о том, чтобы Аслан Бжания и Александр Алатвап подали в отставку. У нас была очень серьезная встреча, она длилась 9,5 часов. В конечном итоге мы пришли к выводу, что надо с пониманием отнести к требованию оппозиции, и Аслан Бжания и Александр Алатвап подали в отставку. Это было мудрейшее решение, я с уважением к этому решению отношусь. Они сделали очень серьезный шаг для того, чтобы уйти от противостояния. Но на этой встрече у нас была договоренность, что до окончания выборов, а оставалось всего 3 месяца, да, что никаких кадровых перестановок мы не будем делать. Мы не будем этим раздражать какие-то политические силы. Этот договор мы соблюдали до сих пор. Но сегодня я слышу, что глава СГБ, его вынуждают уйти в отставку, или уже подготовлен указ о его смещении. Я считаю, это очень непродуманный шаг, который может повести к серьезному осложнению внутриполитической жизни в Абхазии. Но на провокации мы поддаваться с вами не будем. Наша задача с вами довести выборы до 2-го тура, завершить его достойно и избрать президента, который, я надеюсь, станет президентом Абхазии, президентом народным.